Здравствуй, уважаемый зритель! Вы на канале Таро Кошкин сон. Для личных консультаций все контакты под видео или в шапке канала в строке о канале. Консультации на любую сферу жизни, а также диагностика магического воздействия. Ну а теперь прогноз. Напоминаю, данное видео это общий прогноз. Для кого-то он проиграется, а кому-то не откликнется вовсе. Итак, смотрим события для знака зодиака Рыбы на период с 1 по 10 мая. Работать будем на 3 колодах. Первая колода нам покажет главные события или послания этого периода. Вторая – личная жизнь. На этой колоде мы смотрим. И третья колода покажет работу и финансы. Итак, приступаем. Карты у нас, в принципе, уже готовы. Вторая колода. Личная жизнь. Здесь будет 3 позиции. Для людей, которые в данный момент одиноки, для тех, кто находится в браке, и третья позиция для тех, кто в паре, но не в официальном браке. Так. Третья колода. Работа. Здесь тоже будет 3 позиции. Для тех, кто ищет работу, для тех, кто работает, какой там фон на работе, и третья позиция на бизнес или для самозанятых. Так, и четвертая позиция – это финансы. Тема животрепещущая для всех. Так, открываем. Основное событие или послание этого периода. Так. Так, ну что, карты нам здесь показывают, что у вас перекрыт финансовый поток. Возможно, вы потеряли работу, или вас сократили, или вынуждены сейчас оставаться без работы. У кого-то с бизнесом проблемы, какой-то застой, знаете. Да, вот все источники финансирования перекрыты на какое-то время. Они не разрушены, они просто сейчас остановлены. И вы сейчас вот над своими сбережениями чахнете, скажем так. Очень так трепетно, бережно к ним относитесь, просчитываете каждую покупку, что вам стоит купить, а может что-то пока и отложить, не тратиться. В общем, знаете, так рачительно очень, аккуратно, осторожно распоряжаетесь средствами. Да. Ну, такое время, да. Дальше. Личная жизнь. Первая позиция для тех, кто в данный период одинок. Ну, здесь карты показывают личность такую, знаете, решительную, волевую, самодостаточную, уверенную в себе. И вы вот это время, вот в данный период, находясь одна, без пары, используете для своего роста, развития. Кто-то для физического, кто-то для ментального, но кто-то дома устроил тренажерный зал и приводит себя в форму. В принципе, знаете, карты показывают, что у вас такого вот душевного крика «хочу замуж», а здесь абсолютно нет. Вам достаточно с собой уютно и комфортно. Так, ну теперь смотрим следующая позиция для людей, находящихся в браке. Знаете, тоже замечательные карты. Но карты показывают, что у вас в семье все благополучно, гармонично, душевно. Никаких катаклизмов, страхов, разладов, к счастью, нет. Единственное, знаете, такое, как будто у вас произошло какое-то недоразумение по поводу какого-то подарка, сюрприза. Вот или вы подарили супругу что-то, или он вам сделал какой-то сюрприз, презент, подарок. Вот не угадал, что-то хотелось другое, не угадал.
Хотя, знаете, сделал вид, что все понравилось, или вы сделали вид, что вам понравился этот сюрприз, который супруг преподнес вам. Но в любом случае, знаете, все очень даже гармонично, невзирая на такие маленькие недоразумения. Прекрасно. Так, следующая позиция для людей, которые находятся в отношениях, но не официальном браке. Ну, здесь вот вы сидите и думаете, что-то в ваших отношениях исчерпало себя, как-то они уже вас не устраивают. Вы сидите, раздумываете, не пора ли мне отсюда уйти, сделать ноги, скажем так. Но здесь карты показывают, что у вас какая-то зависимость от человека. Что-то такое, что не позволяет вам резко прервать эти отношения. Возможно, он от вас зависим, возможно, вы от него зависимы, но что-то такое, что вас останавливает. Но знаете, все-таки придется сделать выбор. У вас есть время подумать и сделать выбор, потому что придется в любом случае что-то решать. Такая позиция вас уже не устраивает в отношениях. Следующий смотрим. Следующую колоду смотрим. Здесь у нас работа. Так, работа для тех, кто ее ищет. Но здесь, знаете, такие замечательные карты. Император, туз кубков. Найдете работу. Возможно, вам даже предложат хорошую должность кому-то. Но в любом случае, какая бы работа у вас сейчас не подвернулась, у вас здесь очень хорошие перспективы развития. Достичь успеха на этой должности, в этой профессии. Хотя придется чему-то еще подучиться, получить какие-то дополнительные навыки, но очень хорошие перспективы. Реализоваться именно вот в этой профессии. Ну что ж, прекрасно. Дальше для тех, кто работает, какое у вас там положение, какой фон. Так, ну такое впечатление, что на работе у вас все так, знаете, довольно сложно. Какие-то трудности. Возможно, вы с чем-то не справляетесь. Карты говорят, что вы что-то делаете не так. Возможно, не те указания выполняете. Возможно, не в том ключе вы поняли эту задачу. Но получается, что в общем, смотрите, вам нужно присмотреться, прислушаться, что-то вы упускаете из вида. И впоследствии, если вы не исправите ситуацию, у вас может возникнуть конфликт. Такой, знаете, довольно серьезный, вплоть до увольнения. Так что присмотритесь, прислушайтесь. Возможно, что-то упускаете. Так, и следующая, последняя ситуация по работе. Это у нас для людей, кто в бизнесе. Такое вот сочетание невероятное, да? Хотя, знаете, если вы работаете в сфере досуга, развлечений, все вполне понятно и становится на свои места. Ну, здесь у вас очень сложная такая ситуация, затруднительная, но карты показывают, что у вас есть какая-то возможность, лазейка поработать и заработать деньги. Знаете, небольшие деньги, но что-то можно заработать. Присмотритесь, есть какой-то шанс где-то как-то заработать. Повнимательнее присмотритесь к ситуации и увидите. Деньги небольшие, но все-таки что-то, правильно, чем вообще ничего. Так, и еще как вариант, если вы руководитель в бизнесе. У вас здесь какие-то такие способности открываются, возможности, о которых вы даже не подозревали. Что-то такое, что вы не видели раньше в себе. Вы сейчас это аккумулируете, рассматриваете, делаете какие-то планы, наброски. В общем, старайтесь внедрить это в жизнь. Вам приходится очень сейчас сложно, трудно. Работа как бы такая необычная для вас. Да, придется еще много чего доработать, обдумать. Но, скажем, здесь такие не просто хорошие, а замечательные перспективы на будущее. В дальнейшем это будет, возможно, вид деятельности, который будет у вас приоритетным и неожиданно для вас.
Ну вот так вот карты показали такую ситуацию. Так, ну что, теперь это можно в сторону убрать и смотрим финансы. Последняя позиция — финансы. Итак, знаете, сейчас такая ситуация, или вам кто-то помощь окажет, или просто обстоятельства сложатся так, что есть возможность заработать хорошие деньги. Это ваша работа, хоть бизнес, что угодно. Вот такой период, когда вы можете заработать не просто какое-то количество на пропитание, а действительно хорошие деньги. Даже с таким запасом для себя на будущее. Но этот период такой краткосрочный, что он может оборваться в любой момент. Видите, есть возможность, воспользуйтесь ею. Потом давайте еще дотянем карту. Как-то мне не нравится эта карта. Посмотрим следующую. Давайте дотянем. Девятка. Ну да, смотрите. Воспользуйтесь этим периодом, успеть заработать. Потому что это время такое, краткосрочная возможность. А потом опять придется сидеть дома или чего-то ждать, возможности следующей. А смотрите, здесь тоже перекликается. Перекрывается источник финансов, и сидите со своим золотом, чахнете над ним. В общем, со сбережениями сидите, потому что нет возможности что-то заработать, что-то получить. Ну, в принципе, видите, все ясно. Вот карты нам подсказали, что нужно этим воспользоваться. Ну, вот таким был прогноз для рыб. Пишите ваши комментарии, мне будет очень интересно их почитать. И знаете, для меня важна ваша обратная связь. Ну и до новых встреч!